Зачем тебе 3? Да так, нормально. Я в курсе. Похваленный Иисус Христос. Дорогие дети, коли вы были маленькие, ваши бацьки принесли вас у святыню, и там вы приняли святое крещение. Тады добрый Бог учинил вас своими детьми и призвал, как вы жили в одинстве с Иисусом. Нехай гэтая освяченная вода, якой я вас окроплю, припомнить вам про тое, что вы з'являетесь детьми Божьими, а Пан Иисус нехай снова вас поклича до одинства с собою. Гэтае поєднання найбольш ажыццівіцца, калі вы першы раз прымеце святую камунію. Пан Пане Иисус Христе, Ты сказал: «Дозвольте детям приходить до меня. Глянь ласкаво на этих детей своих, якія перший раз приймають хлеб життя. Учини їх серці годним притулком для себе і одари їх живою вірою, надією і гарячою любов'ю, які живеш і владаєш на віки вічні. Дорогие батьки, вы принимаете на себе великий обязанность помогать своим детям быть с Богом, раз удел в недельной святой мши и религийную адукацию, якую щороку повинна протягивать раз удел в занятках религии. Вы первые повинны подкреплять их любовь до Бога. Ваш батьковский приклад потребный и ты, кто еще далек от Бога, как узрушенный вашим безупынным клопотом о взволнении души. Яны вернулися до Бога і покахали Його щирим серцем. Нехай же тыя, які жадають прийняти найсвятейшее тіло Пана Єсуса у часі этой Евхаристии, отрывают ваше батьковское благословение. Дорогие дети, попросите своих батьков, как вас благословить. Дорогие батьки, теперь положите свою руку дитя на голову и повторяйте слово благословения за мной. Нехай Бог благословляет тебе. Айзах от всего злого. Нехай веде тебе стереже. Как узрастал ты у ласці любові до Бога, любові Божої, нехай Маті Божия аховує і навчає тебе. Как был ты потехою Костела и Батьковщины.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Теперь батьки целуют свои потехи у лоб, у чола, и роблять знак крыжика. А дети своих батьков у штошку. А мы, огромные такие благословения батьковские, разом з песнею у вуста пойдем у костёльное черва. Я хочу тебя любить, с прославлением припадя моей души. Боже, какой день настал, я Богу подаровал, я тешуся, радость дал мне вам. Радость дал мне вам, радость дал мне вам, я тешуся, радость дал мне вам. Радость дал мне вам, радость дал мне вам, я тешуся, радость дал мне вам. Радость дал мне вам, радость дал мне вам, я тешуся, радость дал мне вам. Радость дал мне вам, радость дал мне вам, я тешуся, радость дал мне вам. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами усеми. И с Духом Твоим. Вітаю дітей першокомунійних, їх батьків, усіх гостей, а так само парафіянів, які привели на вельми важную урочистость для нашей супольності парафіальної, на першую святую комунію. Нехай гэтая хвилина буде в серці вашим на все ваше життя і допомагає вам імкнутися у сторону Єсуса, укритого в найсвятейшем сакраменті, і його споживати, і этим посилком посиленным идти до святости. Эту святую мшу я справую за детей першокомунійних, просячи о Божьем благословении, как со своего позірку ніколи не стратили Єсуса Христа, а імкнулися дорогой до святости, а в якой святости колись батьки пообіцяли. Ksiądz Aleksander молиться за батьков этих детей першокомунійних и их семьи, просячи для их так само Божьего благословения, как давали детям в першую чергу добрый приклад християнской веры. На початку святой мши перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаннюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и замеканием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся
змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся. Глория, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокоєм на доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, хвалимся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, зеленой хвалы Твоей, хвали Божьего рада небесный, Божьего еще всемогутный, Мария, народный Иисус Христе, Иисус Христе. Jesús Cristo, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, які береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе гріхи світу, прийми моління наше, які сядеш на рушайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Аминь. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Боже наш Ojcze, Ty u litości i miłosierności najbольш проявляешь свою всемогутность. Посылай нам завсёды Твою ласку, как мы рассказали христианское житие завлилось, как люди обещанного счастья у небе. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей во благе приятности Духа Святого, Бог празущий веки вечные. Аминь. Теперь сядем и выслушаем Божие Слово. Читання книги пророка Езекіеля. Так каже Пан: ви кажете, несправедливий шлях Пана. Теперь послухай, доме Израиля. Это мой шлях несправедливый, ці несправедливые худшие шляхи ваши. Коли справедливый отворачивается от справедливости своей и чинит беззаконие и помирает, то за это и беззаконие перечинил помирает. Коли грешник отвергнется от греху своего, яке чинил, и будет здійснять правосудие и справедливость, и он заховает живой душу свою. И он побачил и отвернулся от усіх беззаконів своїх, які чинив, тому жить буде і не помре. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Pana, воїн добрий, що слідно заховує права і завсюди чинить справедливость. Пам'ятай про нас, Пане, у прихильности дай своего народа. Хвалите Пана, воин добрый, наведай нас у Твоих избавлений, как мы бачили счастье Твоих выбранных, как мы величество Твоего народа, как боимся Твоей спасшего. Хвалите Пана, воин добрый. Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. Брати, коли есть який заклик у Христе, коли есть якое подбадёрвание любови, коли есть якая мощность духа, коли есть якое сердечное спрашивание, то дополните радость мою, как вы думали то же самое, или ту самую любовь, или однодушными и однодумцами. Ничего вы не робите для разладу, для пустой похвальбы, але у покоя лечите один одному вышедшим за себя. Не клопотитесь кожны только про своє, але и про інших. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Полюбить меня ты заховать слово мое, и полюбить всякого отец моих приземляя его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по Матвея. У той час Єсус сказав першосвятарам і старейшинам народу: як вам здається, у одного чоловіка були два сини. Прийшовши до першого, він сказав: «Сине, іди і працюй сьогодні у винограднику». Але той відказав: «Не хочу». А після, опам'ятавшися, пішов. Тоді він підійшов до другого і сказав те саме. Той же сказав у отказ: «Ужо йду з подару». І не пішов. Который з двох виконав волю батьки? Кажуть йому перший. Тоді Єсус сказав їм: «Справді кажу вам, що митники і розпусниці напереді вас ідуть у володарство Божие. Бо прийшов до вас Ян шляхом справедливости, и вы не поверили ему, а мытники и распустницы поверили ему. Вы ж, убачивши, не опам'яталися після, как поверить ему». Это слово Пана. Шановний ксьондз Пробаш, шановні діти першокомунійні, сестри і усі собрані сьогодні на этой урочистості особливо. Так, гляжу я сьогодні на ваших дітей і не можу поділити. Столько у них радості, усі усміхаються, просто, справді, так дійничає Бог у нашому житті. Коли ми приходимо до Його і справді докранаємося до этой святості, то кожен з нас зміняється. Зміняється наша душа, становиться белая, як ваше сьогодні одіння, і попросту чоловік увесь собою радується.
Калісьці пачуў одну такую гісторыю. Одна дзяўчынка убачила, што нешта мама яе сумуе. Такая сядзіць, бедная, задумаўшыся. Дзяўчынка, так трошчачыся аб сваёй маме, падышла да яе. Мама, што я магу табе зрабіць, каб ты трошку суцешылася, каб появілася радасць на твоих вуснах? Мама поглядела на дзяўчынку і сказала: слухай, моя дорогая дачуля, зрабі так, каб ты ў сваім жыцці была найпрыгажэйшай кветкай. Дзяўчынка так паслухала і думала, што ж гэта такое быць найпрыгажэйшай кветкай. Ну і сёння я выкапаў одну кветку, стояла каля Михайла Арханёва, не памятаю, як называецца, але нічога, каб сапраўды паглядзець на яе і каб трошку зразумець, што азначае быць такой прыгожай кветкай. Ведаеце, самае найважнейшае, што ў ёй ёсць, гэта карані, якіх не бачна. Яны схаваныя, і іх не бачна, і гэта першае найважнейшае. Бо паглядзіце, што ў нашым жыцці ёсць гэтым корнем? Мама, душа, малацы. Можа, ўжо не памятаеце гэты момант, але быў у вас хрост. Бацькі вельмі добра памятаюць, бо складвалі вялікія абяцанні, што выхаваюць вас у веры. І менавіта корень гэтай кветкі і корнем вашага жыцця перадусім ёсць вера. Ёсць Бог, які, як мы бачым, яго не бачна, але што ён дзейнічае усвядоміць, дзе мы маем нашы корень. Маем у веры, маем у Богу, маем у тым, чаму нас вучаць нашыя бацькі, каб мы сапраўды жылі з Богом. Далей, вельмі важная рэч у гэтым кветку, што потом расце з карнём, гэта, як мы бачым, лісці, сцябло, такія вельмі простыя рэчы. І так ёсць з вашым жыццём. Но бо вы таксама расцеце, не па дням, а па часам часамі. Так што вельмі хутка, і сёння можам ужо глядзець на вас, як ужо дарослых, ведаючы, што такое вера, і ведаючы, што такое прыняць Езуса ў сваё сэрца. І ведаеце, што значыць быць добрым чалавекам. Канешне, каб гэтае сцябло вырасла, ой, вельмі шмат трэба працы. Перадусім працы ад бацькоў. Ну, бо трэба іх выхаваць добрымі людзьмі. Трэба перадусім сваім прыкладам паказваць, што значыць пашана адзін да аднаго. Трэба не звяртацца адзін да аднаго добрымі словамі, ласкавымі, каб таксама і дзеці чулі і бачылі гэтую любоў, якую потым перададуць і сваім, таксама усім блізкім, якія ёсць побач. Канешне, і сястра, сёстры, чым спробаш, мы таксама з якуйсьці любоў вам перадаем, бо мы вас навучаем аб Езусе Христе, але таксама вы бацькі, таксама мусіце навучыць, бо ніхто іх не прывядзе ў касцёл. Як выраслі, то самыя прыйдуць. Але цяпер вы мусіце быць сапраўды такой добрай падпорай, якая пакажа, дзе сэнс жыцця. Канешне, каб кветка ўзрастала, мы патрабуем часамі ўзяць такую палівачачку і трошку вадой наліць. Без вады нічога не будзе, яна не вырасце і не будзе прыгожая. І пагэтаму гэтай вадой з'яўляюцца перадусім святыя сакраменты. Вы як добра навучыліся і сёння прыступіце да першай святой камуніі, да сакраменту Эўхарыстыі. Учора ачысцілі вашыя сэрцы, прыступіўшы першы раз да святой споведзі. І цяпер тое, што абяцалі перад святой імшой, вы цяпер маеце як найчасцей прыходзіць да гэтай вады асаблівай. Маеце прыходзіць і карыстацца святых сакраментаў. Абяцалі, што будзеце прыходзіць кожную нядзелю на святую імшу. Так ёсць, памагаюць, пацвярджаюць, все правильно. Добра, што разумееце гэта ўсё, што будзеце прыступаць да споведзі. Бо сапраўды, вы павінны таксама дбаць аб чысціні вашай душы. І засталася, наконец, самае найпрыгажэйшае, што ёсць у гэтай кветцы. Што самае найпрыгажэйшае? Кветачкі.
И видите, в самый конец мы доходим до самого найпрыгажэйшага, до кветкі. И этой кветкой з'является ваше сердце. Сердце, якое есть пригожее. Сердце, якое переполняє Божья ласка. Сердце, у яким знайшов дом Пан Иисус. Поэтому бережите ваше сердце. Старайтесь, щоб завсёды яно попросту квітнело своєю пригожостю. Але так само пам'ятайте, кветка, яна не буде цвісти, коли не буде корня. Корень ён завсёды ёсць. Корень повинен быть. Корень, яким з'является Бог. И только потом доходим до этой пригожости. Так что, дорогие дети, будете стараться, чтобы ваше сердце такое было пригожим? Да. А вы, батьки, будете стараться, как допомагать им, и как ваше так само сердце было таким пригожим? Да. Молодцы. Это все мы почули, перед усім бачить это все Бог, и поэтому зробите сопроводи, как ваше життя было пригожим кветкой. Прошу Сергея, Пасхал, дети взяли свои свечки по устаням, свои свечки, и от этого Пасхала отпалили свои свечки вот за хвилину, будем складать присягу вызнание веры, особливым способом. Так и колись батьки этой свечки запаливали при сакраменте хросту, теперь вы будете тримать эту свечку веры, про яку говорил тут ксьондз Александр, яким з'являється гэтая кветка, яким з'являємося так само ми, бо без Бога, а нічого ми не вчили, сапраўды. Трымаем ровно свечки, каб не покрываться воском. Осторожно, как не запалить себе волосы, альбо суседца. Вот это неприятный запах. И теперь, дорогие дети, незадолго после вашего нараджения батьки и хростные просили для вас ласку святого хрещения и дали обещание выховать вас у веры и научить вас жить так, как належит Божьим детям. Теперь надышел час, как вы сами вызнали свою веру и отреклись от зла. Учините это при запаленной свечце от Пасхала, так как это неколи учинили ваши батьки и хростные при хросте. Тому питаюся у кожного з вас, чи одракаєшся от греху, каб жить як дети, як Божие дети? Чи одракаешься от всего, что проводить до зла, каб грех не опановал тебе? Чи одракаешься от шатана, який з'являється головною причиною греху? Чи віриш у Бога, Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі? Чи віриш у Духа Святого, Сина Божого, Одинородного, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії? Чи віриш у Костел католицький, єдність святих, у воскрешение тела и житье вечное? Это наша вера, это вера Костела, вызнавать якую наш гонор у Иисусе Христе, Пану нашим. А теперь, дорогие дети, тушим свои свечки, ровно их тримаем, пока
Альбо хтосьці з бацькоў няхай іх пазбірае, каб пост не разліўся на лаўкі, альбо потом на нашыя убрання, якія цяпер вельмі прыгожыя. И за хвилину теперь запрошаем детей, которые будут читать молитву вершников. Благослови, Пане, Папу Римскому, Франтишку, бискупам и святерам, які все своє життя посвящають на обіцяння Божого Слова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благослови, Пане, ксензу, пробашу, Яну и одари богатыми дарами своей ласки. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благослови, Пане, нашим любимым батькам, які нас до Тебя привели, обведясь за их працу и ответственность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благослови, Пане, нашим грузным, які от наших ім'я обіцяли Тобі, що ми будемо вірними костьолу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благослови, Пане, нашим бабулям и дядулям, сестрам и братам, нашим родным и сябрам, які нас любят и допомагають. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благослови, Пане, всім нашим парафіянам, а особливо тим, хто одиноці і хворих. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Благослови, Пане, нашу країну, Беларусь, как за счет ее пановал спокой и взаимная згода. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы, живучи на землі, імкнулися до вічних коштовностей і у Тебе шукали допомоги. Враз Христа, Пана нашего. Теперь отбудутся охрядные дары. Кветки. Приносим Тобі, Пане, гэтыя кветки, у знак нашей любові і вдячності за те, що даєш нам себе у сакраменті Евхаристії. Допоможи нам заховати пригожость і чистоту наших сердец. Мапа Беларуси. Приносим мапу нашей батьківщини і покой і згоду. Мапа свечка и оденье для хрусту. Приносим до Твоего алтаря, Пане, эту свечку и белое оденье на памятку нашего хруста. Ожидаем вместе по житті агентов веры заховать чистость наших сердцев. Хлеб. Приносим Тебе, Пане, гэты хлеб, як знак працы людей. Сёння дякуем за тых, хто працуе, каб мы заўсёды мелі хлеб на столе. Вино и вода. Прими, Пане, вино и воду, якія на алтары стануть правдивой кров'ю, Пане Єзуса. Нехай нам припоминають про цю Евхаристію, які відбудуться на гэтай святой мші. Гости. Приносимо гостю, яка праз некалькі хвилин переміниться у Твоє тіло. Нехай змяняє нас на сообразних свідків Божого благодати. Вино и хлеб, Боже, прими, все, что приносим, благослови. Ты нам житё, Ты наш Отец, весь свет вставай, слава Тебе. Вино и хлеб, Боже, прими, все, что приносим, благослови. Твой Иисус, Сын, Ты наш Отец, весь свет вставай, слава Тебе. Вино и хлеб, Боже, прими, все, что приносим, благослови. Ты наш небесный, добрый Отец, весь свет вставай, слава Тебе. Вино и все, что приносим, благослови. Ты дал житё, Ты наш Отец, весь свет вставай, слава Тебе. Вино
благослови. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог примет офяру слуг твоих, на благословение и хвалу имя Своего, от Отца Многокорыстного и всему костелу святому. Милосердный Боже, прими нашу офяру и учини, как раз ей открылась для нас крыница всякого благословения, раз Христа Пана нашего. Аминь. Аминь. С вами. И с Духом Твоим. Поволну сердцеві. Узносим Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Господа и справедлива. Справедливо, благодата и справедлива, слушна и избавлена, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего, боем зритости до грешного человечества, народився з Панни Марии, раз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а раз свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Аминь. С анёлами, арханёлами и усими святыми мы отвещаем Твою хвалу, разом зими ускрикаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, Божье хвалы Твоей, Хосанна, 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 на вершинах. Хосанна, 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 на вершинах. Благословенный, кто приходит в имя Пана. Хосанна, 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 на вершинах. Хосанна, 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 на Сапраўды, Боже, Ты святы, и справедливо хвалить Тебе все Твои створения, в образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действою мocою Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую офяру. Тому у едности с усім Костелом, у первый день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа, покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего эти дары, якія мы принесли Тебе на офяру, как сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять эту таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў и раздавал своим учням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано».
Twoim czynom do wieczery. Wziął kielich i podzięku Tobie składający, podał swoim uczniom każący. Bierzcie i pijcie z jego все, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обещаем свет свою Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Panie, wspominając złączył mógł Twojego Syna, a tak samo jako cudowne Jego wskrzesienie i u Niego chrzcie, i czekając Jego drugого przyjścia, z podziękuję składają Tobie эту żywую i świętую ofiarę. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarę, jaką Ty pożadał być umiłостивленный, na swój jak my, wzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali одним ciałem i одним Duchem u Chrystie. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, tak my smogli otrzymać wsparcie z wybrannikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Panny Bogorodicy Maryjej, ze świętym Józefem jej obrannika, ze świętymi apostolami Twoimi sławnymi muczenikami, ze świętym Archanielem Michała, z błogosławionym Bronisławem Markiewicza i всеми świętymi, про заступництво яких мы сподеемся на Твою несполную допомогу. Просим Тебя, смилуйся, просим Тебя, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и спавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який перегримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем, з усіми біскупами, усім духовенством и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбам этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай с собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей дошел с этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом зими завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа, з Христови у Христе, Тобі може Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз уселяки вечные. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благоденство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, але избавь нас от зла. Просим Тебя, избав нас от всего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи,
і прищаславці нашого Єсуса Христа. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь нам, веки вечные». Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Дайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами, смилуйся над нами, Баранок Божий, який береш гріхи світу, Баранок Божий, який береш гріхи світу, смилуйся над нами, смилуйся над нами, Баранок Божий, який береш гріхи світу, Баранок Божий, який береш гріхи світу, нас упокоим, подари нас упокоим. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Аминь. Я не могу, как ты пришел ко мне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. О, наимилейший Иисус мой, дозволь же, чтоб я разлучился с тобою. Верую Тебе, Боже, избавься мой. У Тебе мою надею, и люблю Тебе над усем. Приди, избавься мой наимилейший, от души моей, и освети ее. Возьми сердце мое и очисти от всякого блуда. Стережи меня в греху, и не дозволь мне отлучиться от Тебе. Аминь. На початок комунії прийдуть діти вище комунійне, а затим ми з князем Олександром роздадим комунію остальним семьям, людям, парафіянам. Хто буде хотеть приступить до стола Пана? Отец Александр подойдет наконец к каплице и идет потеряться. Пан мой Отец, зараз вяжись, как зустріть мене. Пан мой Отец, зараз вяжись, как зустріть мене. Обнімає гори реки, каву мости Христі, Ошана границя з хлебом, та сяє нас приясти. Пан
иде, зараз вяжись, как сустречнянец. Одно иде, зараз вяжись, как сустречнянец. Обвинає гори реки, на милості в Христі, пошана найміця з хлібом, дася від нас привязти. Оно иде, зараз вяжись, как сустречнянец. Оно иде, зараз вяжись, как сустречнянец. Обвинає гори реки, на милості в Христі, почана границя з хлібом, дася від нас привязти. Оно иде, зараз вяжись, как сустречнянец. Оно иде, зараз вяжись, как сустречнянец. О Христі, я Боже моє, тебе за ласку твою, милосердной. Нехай буде слава і честь Тобі на всім світі. Нехай останеться воля Твоя. Дай, о Иисус, извести дороги Твоей, сегодня летающий Тебе у души моей. Прошу прощения за грехи мои, как распочать житье по водной воле Твоей. Аминь. Сегодня Пан Иисус на меня пришел, но Его не жал Божья любовь. Иисус, я постановляю, можно любить Тебе и Тебе служить. Словы подяки тихо промовляю, выше до неба, эти стремлятись. И белый посты, скрытый Бог живых, ставшую хлебом, как нежно не быть. Иисус, я постановляю, можно любить Тебе и Тебе служить. Словы подяки тихо промовляю, выше до неба, эти стремлятись. И все житье Тебе я доверяю, быть Твою возрасту я там жадаю. Иисус, я постановляю, можно любить Тебе и Тебе служить. Словы подяки тихо промовляю, выше до неба, эти стремлятись. Но добрый Иисус, приди в мое сердце, хай Твоя ласка на меня прольется. Иисус, я постановляю, можно любить Тебе и Тебе служить. Словы подяки тихо промовляю, выше до неба, эти стремлятись. Сегодня Пан Иисус до меня пришел, но Его не жал Божья любовь. Иисус, я постановляю, можно любить Тебе и Тебе служить. Словы подяки тихо промовляю, выше до неба, эти стремлятись. О, белый посты, скрытый Бог живых, ставшую хлебом, как нежно не быть. Иисус, я постановляю, можно любить Тебе и Тебе служить. Словы подяки тихо промовляю, выше до неба, эти стремлятись. И все житье Тебе я доверяю, быть Твою возрасту я так жадаю. Иисус,
жить. Словы подяки тихо промовляю, дальше до неба, как искром летит. О, добрый Иисус, приди в мое сердце, ой, твоя ласка на меня не прогреется. Иисус, Иисус, я постановляю, просто любить Тебя и Тебе служить. Словы подяки тихо промовляю, дальше до неба, как искром летит. Молимся. Усемогутный Боже, нехай найсвятейший сакрамент обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоємцями хвали Христа, з яким разом терпим, обвящаючи смерть Ягоною, який живе и владарит на веки вечные. Аминь. Пане Єву, у цей великий і радісний день хочемо подякувати Тобі за те, що вільно нас любиш і отдаєш кожен день своїми ласками. Дякуємо Тобі за те, що пробачив наші гріхи в сакраменті поєднання і прийшов до наших серць у сакраменті Святої Комунії. От всього серця дякую за молитву, за ответ Святой Души и за очень доброе слово. Благодарю вам за добрый дух, что засадил и что помогал служить людям. И лучшим для всего. Дякую. Наші любимі батьки, молимося сьогодні за вас із всього серця дякую вам за життя, за клопоти і за все добро. Дякую за те, що привели нас до костела, де ми про сакрамент Христу ставимося Божими дітьми. Дякую за це свято, за допомогу за рихтувальне серце. Нехай добрий Бог вас узнагародить. Дякую. Вам, наши бабули и дедули, мы хотим подяковать, что учили нас молитве за долгие оправдания, за участие в за вашу любов. Дякуємо нашим просьбам, які були свідками нашого хресту і клопаються про нас разом з нашими батьками. Усім присутним дякуємо, що прийшли, как пережить вместе с нами нашу радость. Хай добрый Бог вас благословит. Вчора рихтуючися, довідався тим, що Евхаристія в перекладі з грецької мови означає вдячність. Тому ми в першу чергу хочемо подякувати всіх батьків Пану Богу за те, що дає таку велику ласку, великий дар для наших дітей, для нас, приймати себе у
Святой Комунії. Але паколькі сакрамент Еўхарыстыі непасрэдна звязаны і быў адначасова усталяваны з сакраментам святарства, мы дзякуем таксама нашим святарам, ксяндзу Яну, ксяндзу Александру за іх паслугу пры алтары у канфесіянале, бо дзякуючы вам і дзеці, і кожны жадаючы можа паглыбляць сваю веру і свае ўзаемаадносіны з Панам Богом. Таксама хочам падзякаваць сястры Любаміле за тое, што праз гэты доўгі час яна рыхтавала дзяцей да гэтага сур'ёзнага іспыту ў іх жыцці, такой падзеі. За тое, што знаходзілі ў сабе сілы і навучылі іх тым правадам веры, якія, я думаю, што праз жыццё яны прынясуць. Вы для іх з'яўляецесь такой сапраўднай першай духоўнай настаўніцай. Дякую вам за гэта. Вітаем у нашай парафіі сестру Ганну, якая прымае гэтую эстафету духоўную, і я спадзяюся, што разам з намі, з бацькамі дапаможа, каб гэтая святочная падзея ў жыцці нашых дзяцей не была апошняй, каб гэта толькі гэта быў такі першы крок для больш сталай веры. Дякую таксама аднавеннасці за тое, што музыкай, спевамі разам з нашым хорам. Дякую. І дякую, калі дзеці ўсім прысутным, хто раздаляе з намі гэтую вялікую радасць, бо гэта сапраўды свята ўсёй парафіі, ўсёй каталіцкай касцёла. Дякую. Так само есть только слово персонально для сестры Любомиры, для не зусім з нагоды, ну так само, конечно, з нагоды першай коммунии. Вот мы хотели от імя ксёндзу, от імя усіх бацькоў, от імя усей парафіі подякаваць вам за ту працу, якую вы проводили с нашими детьми. Мы спадзяемся, что гэтая служба не была для вас пакутай, бо змагацца з гэтай ардой потребует значных высілкаў. Мы хотим пожадать, как Бог одорвал вас своими ласками, Бог вам радил. Я, конечно, подрихтовал так само прихожу приповесть про гэтые кветки, Александр Александр. Лепш подрихтовался, но у меня тут особливо больше нема чего такого додать. Еще раз хочу выразить великую вдячность от нас усіх, и мы хотим пожадать, как дальнейшая ваша служба так само приносила вам радость и задовольнение. Вы бачили плен, я сподіваюся, что вы его бачите сегодня в выгляде таких прекрасных детей. Вдячность нашему фотографу за то, что нам допомог сохранить это в памяти. Все сказали, кто что может сказать, а можно сесть. Я уже. Ну что ж, на початку я дякую Пану Богу за гэты прыхожы дзень, які нам падараваў, за гэты час першай камуніі, якой мы дачакаліся ў гэтым нелёгкім часе пандэміі, якая пануе ў свеце. Але маю надзею, што гэты час нас не аддаліў ад Пана Бога, ад алтара, але наоборот, наблизил, показал, что без Эўхарыстыі наше жыццё мяняе зусім колеры. Оно не мае такого смаку, якое было, як мы карысталі сакраментаў споведзі, сакраментаў Эўхарыстыі і розных других сакраментаў, якія нам дапамагалі у дарозе да святасці. Дзякую сапраўды сястры Любаміле за гэтыя супольныя працы ў нашай парафіі, з ксяндзом Геннадіем, з намі, з ксяндзом Александром за мной благаты вытрымала. Нехай добры Бог ёй адудзячыць за гэта ўсё. Так
подякую нашим вихаренкам, которые так само в таком кроенном виде причинились до прихожости этой урочистости, бо музыка и спев, это спев анёлов, как нам весело, когда мы приходим в костел, что примчить, гуляя и спевая. Аж хочется удельничать в такой имши, которая мает свой характер, свой ритуал. Все разложено на своих полках докладно. Как это прихоже глядится. Глядится, и так само прихоже удельничать. Читаю, как эта Божья Евхаристия, на якую мы приходим, заправды поукладывала в нашем житии все на свои места. Особливий спосіб хочу подякувати батькам этих детей, які сьогодні приступили перший раз до Святої Комунії, как в этот час, эти обетания, які зложили колисти Пану Богу при хросте перед алтаром, перед святаром, перед костелом, как в этот час он не только закончился сегодня, а как идет с Иисусом Христом, как оно развивалось, как оно возрастало. И отец Александр сказал, как оно приносило прихожие клетки, які буде приємно взяти в свої руки і комусь подарувати. А кому подарувати? Ну, Пану Богу. Бо наше життя почалося від Бога, і воно закінчиться у Пану Богу. Наше життя, воно переход. Маємо його не змарнувати. І як обов'язок, і кладу ще раз на плечі батьків, які пообіцяли, що виховують своїх дітей у вірі, у любові до ближнього і до Пана Бога. Нехай эта перша коммуния будет только первым кроком для обновы нашей веры. Бо батьки от вас залежит, что скрывать. Дитя само не прийде в сьогоднішньому часі у костел. Прийдуть батьки, прийде дитё. Як виховаємо тебе, такое оно будет и за ты. Бо потом мы будем иметь 18 годов, а мы уже его выховывать не будем. И мы уже будем выховывать нас. Мы теперь можем будем плакать, будем сопротивляться. А либо это слезы вытерете. А когда не будете плакать, это слезы вам уже никто не вытеряет, ведают старшие люди, которые, может, часами зробили якісь помарки в своем жизни, при выховании. Маем пришел такий шмат. Такая великая конференция, пробачьте, будь ласка, что это урочистий день, аж так моцно, але треба. В нашей каплице будет отбываться Белый тыдзень. Ведаем, что такое Белый тыдзень. Может, не будет он цалком белый, цалком 7 дён, але праз 3 дні понедела, аўторак і серада детей першакамунійных запрашаем в нашу каплицу на початок 17:30 будет молитва ружанцовая, а затем у 19 святая имша, до якой так само дети будут приходить у бело убранные, клечь туда на клечнику своем и принимать Пана Иисуса. В этот час допомог им развиваться правдную любовь у сердце. А кто хочет, а может ходить за правдой целый белый тыдзень. Мы с отцом Александром будем уделять тогда, кто будет у белых сукенках приходить уже убранные на этом белом клечнику Святой Коммунии, как этот белый тыдзень был правдой белым тыднем. Что еще кому сказать? Напевно, гостям и парафиянам дякую великий, что вы есть, что присутствуете, что пришли на эту святую имшу. Ведали, что нам все трохи долговато, я нахожу, и она не такая долгая, будто нам все это пошло, которые говорят 2 годины, 2 полгодины. У нас думали, что у 1,5 години мы можемся навіть з фотоздимками, бо маємо доброго фотографа, який вельми хутко робить фотоздимки і вміє все поуставлять и святло, и детей, и всегда даже на свое место. Это, конечно, ужасно было. Так, а теперь отбудутся еще объявы душпасторские вот сегодня, неделя. Кто не сидел, то может еще сесть. 26-я неделя звичайная. 29 вересня во второк отбудется урочистость святого Архангела Михала, опекуна Мінська-Могилевской провинции, а так само Костела на Беларуси, а так само конгрегации святого Архангела Михала, до якої приналежу я і ksiądz Александр, а так само урочисте свята святых Габриэля, Рафала, Архангелов. 30 вересня у середу вспомин святого Геронима, presbitera i doktora Kościoła. 1 kastycznika u czwartku wspomnień Świętej Teresy, Dzieciatka Jezus, Panny i doktora Kościoła. 2 kastycznika u piątnicу wspomnień świętych aniołów ochotników. Сегодня у нас ojców Michalitów, czyli u mnie księdza Aleksandra i całej naszej wspólności na всім świecie,
розпочинається юбілейний год з нагоди стагоддя затвердження конгрегації, канонічного затвердження конгрегації Святого Михайла Архангела, яка відбулася 9 років після смерті нашого заснувальника благословенного Браніслава Маркевича. І тому сьогоднішній день простили в нашому костелі гучать казання для дорослих о святым Архангеле Михайле. Вот так само приближается эта великая урочистость для нас, нашего головного заступника отцов Михайлитов. Кожний день у нашей каплиці триває адорація Пана Ісуса у найсвятейшем сакраменте, у інтенції нашої родини. У неділю, у понеділок і в суботу от 14 до 19 годин. Во второк, у этой второк особливо такая змена, будет адорация только от 19 до 21, потому что мы с ксензом Александром едем на встречу нашей супольности Михайлицкой. У середу, в четверг и в пятницу адорация от 14 до 21. Сегодня о 12 године, коли кто не ведает, отбылась у нас первая святая коммуния. От 20 по 28 вересня після кожної святої мши вечерняй відправляється новенна перед святом святого Архангела Михайла. Сьогодні у парафії святого Михайла Архангела за 1,5 години, чи в годині 15, відбудеться святая імша отпустовая, на яку сердечно ми з ксензом Олександром запрошуємо, бо ми так само там працюємо. Все это головное парафиальное свято нашей парафии, Мати Божией, Ружанцовой, отбудется у середу, 7 кастричника, у 19 годин, який узначалить ксьонц канонік Юрій Санько, пробож парафії Найсвятейшей Тройці на Золотой Горці. У четверг, 1 кастричника, розпочинається місяць Ружанцового, набожества Ружанця. У нашей парафии будем его отправлять каждый день перед святой імшой у 18:20. Памятаем про слово Марии у Фатиме. Дети, что день молитесь на Ружанці, так выпросить супокой у свете. На гэтым тыдні таксама припадае першы четверг месяца, день молитваў о покликаях до службы алтара. Первая пятница месяца, день молитваў до Наисвятейшего сердца Пана Иисуса, и первая суббота месяца, день молитваў до Наисвятейшей Анны Марии. Припоминаю, что в нашей парафии триває надаль, альбо розпочалася катехеза, на якую сердечно запрошає. И припоминаю, что батьки сложили обовязок при хросте не ксензу, а Пану Богу, что выховывают своих детей у любови до Бога и ближнего, а костел учить, як выховывать любові до Бога і ближнього. Дякую. А ще наша сходка парафіальна Михайлівки. Удзельнічала у конкурсі «Хто спяває, молиться двойчы», который конкурс был организован праз радио Мария. И, конечно, отрывала диплом потехи. Я вельми смутный, потому что это не было тут узнагороды никакой, не приклеили никакой конверты. Але я сказал, поплачу за детей и отдам им этот диплом. Дякую великий, что приняли такой удел. Сегодня, может, ничего не забыли, але за 5 годов, поглядите, у нас будут артисты справжнього вокалю костельного стоять там с микрофонами, тут сидят наступные, здесь еще расходились по людям. Эту грамоту, диплом калинаски запрошаю Ольга, так, старосту, так, на черно убрала свои книги. Так что дякую за спев еще раз, за пригожий спев Насті, Анастасії, що вона має втрачає свій час з любов'ю дітей виховує, з Олександром поділяємо, які нас з любов'ю підходять до дітей. Моя талант. Дякую за дарування на будову, за спільну індивідуальну молитву, за
спеў я праву літургічную, за прыбіранне капліцы, а таксама тым, хто дзежурыў. Памолімся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за дабрадзеяў перадаўцаў нашай парафіі, таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуарыя Божай міласэрнасці, за дзяцей, якія сёння першы раз прынялі ў сваё сэрца святую камунію, і за іх бацькоў і сем'і, а таксама за нас, даручаючы кожнага па асобку, апельцы Маці Божай Ружанцовай, тваёй абароне аддаёмся. Святая Богородица, наши потребы, не похожай молением нашим, и ради всякой злой приходы, выбавляй нас за все. Пана хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешайница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас повертай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Напевно, на протягу життя ви будете пам'ятати сьогоднішню святую імшу, подчас якої ви прийняли перший раз Пана Єсуса у Святой Комунії. Свою удячність найлепей виявите тоді, коли будете часто і годно приймати Єсуса Христа в своє серце. Так само завжди пам'ятайте про те, що Святая Комунія з'являється посілком, який узмацняє нас, как мы были еще лепшими, а это означает, как еще больше любили Пана Бога и ближнего. Теперь уделю благословления урочистого, затем отбудется благословление разных речей, коли кто має які пам'ятки купив, это подарунки такие сенсу релігійного, та я їх освячу, затем поблагословим этот хлеб и раздадим этот хлеб детям. Гэты хлеб, увага, не з'являецца святой камуніі. Гэты хлеб дзеці забіраюць на хаты і на ўсіх, хто там будзе запрошаны з госцямі, каб он припоминал, что хлеб есть эвхаристичный, который нас кормит, который вы уже приняли, есть таксама хлеб духовный, над яким треба молиться, треба дякувати Пану Богу, что Бог дає нам кожний день і дає нам крошку хлеба, якої нас може і посіляє у дорозі, у гэтым свете речаистых, земным. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в слободное Христа. Дякуємо Пану Богу. Молимся. Пане Боже, благослови гэтыя рэчы, якія створаныя на ўспамінах Табе, і ўсіх, хто будзе з іх карыстаць. Захоўвай іх. Няхай нагадваюць яны пра тое, што Ты, Ойча, ніколі нас не пакідаеш і клапочешся пра кожнага чалавека. Няхай дапамагаюць нам на нашым шляху звяртацца да Цябе ў малітве і больш дасканала служыць Табе і бліжнім праз Христа Пана нашага. Аминь. Jeszcze забыл про одну рэч, пасля, калі раздадзім хлеб, зробім фотаздымак з дзецьмі супольны, затым зробім фотаздымак асобны з кожным дзіцём і з сем'ямі гэтых дзяцей, запрошанымі госцямі. Это будзе трохі трываць, так што, калі ласка, кожны мае свой дай падходзілі да святой камуніі, у такой самай чарзе будзем падходзіць да фотаздымка, хіба ж камусь вельмі моцна спяшае, бо уже трамвай ад'язджае ціха. Тады можна будзе гэта учыніць. Теперь поблагословлю гэты хлеб.
Пане Боже, Ты послал у свет Своего Сына. Просим Тебе, благослови этот хлеб, яким дети будут делиться у гроне своих близких и знакомых, как делились так само радостью и супокоем раз Христа, Пана нашего. Аминь. Запрошаем детей по этой коммунии, по этой хлеб. Гляди, какую любовь нам дал Отец Небесный наш. Как могли прекрасни огонь любви, как могли прекрасни огонь любви. Гляди, какую любовь нам дал Отец Небесный наш. Гляди, какую любовь нам дал Отец Небесный наш. Как могли прекрасни огонь любви, как могли прекрасни огонь любви. Гляди,